Да, друзья, всем привет, сервисный центр, час пик, город Ижевск на связи. Сегодня я с напарником, это Семен. Он мне помогает. Друзья, на все вопросы, касающиеся ремонта, покупки, продажи, БУ, новой техники, айфонов, андроидов, ноутбуков, пишите, задавайте ваши вопросы, мы с удовольствием вам ответим либо в прямом эфире, либо после эфира в комментариях, либо в нашей группе ВКонтакте, по которой вы можете перейти. Ссылочка размещена в шапке профиля YouTube. Обнови. Да, странно, как будто не запустилось, да? И для детей. Или задержка идет. По зрителям пока тоже не видно. Там меняется значок людей 0 или кто-то подключается? 0 людей, 0 лайков. А вот. Ну вот, значит, я говорю, задержка просто ушла. Поэтому люди, скорее всего, сейчас начнут подключаться. Или нет? Нет, не появилось. В эфире же написано. Ну, главное, зайди. Вот, нажми в эфире-то. Вот. Да, вот. Просто с задержкой. Друзья, приветствую всех, кто подключается. Как ваши дела, как настроение? Зато здесь удобно за чатом следить. Да, блин. Аккаунта нет. Добавь-ка сюда нашу группу ВКонтакте. Ну, пустой. Пусти пока. Так, копировать. 2 человека. Всем привет. Так, это пока вырубим, чтобы нет не елся. Так. Нажми Enter. Что я сделала? А, не знаю. Так. Один человек, это мы. Нет. Нет. Вот один человек. Копировать. А, здесь у нас другой аккаунт, да? Это же мне надо, значит, делать скрипа. Точно. Я забыл. Трансляция. Сюда. Задержка в секунду даю. Где-то так. Вот задержка, блин. Вот отсюда туда задержка, оттуда туда задержка. Друзья, всем привет, кто подключается. Сервисный центр час пик, город Ижевск на связи. Если у вас есть вопросы по поводу ремонта техники, покупки или продажи смартфонов, ноутбуков, новых или БУ, задавайте, мы ответим вам в прямом эфире. Красноармейская 133, город Ижевск. Находимся прямо рядом с цирком. Вещаем для вас до 19:00. И уходим домой. Да. Надо, кстати, знаешь, что понять, как слышно. Это смешно Какая выглядело. слышимость. Друзья, маякните, как нас слышно вообще
Слышен ли звук? Слышен ли голос? Дайте нам обратную связь, поддержите нас лайком. Сегодня со мной Семен вещает, помогает мне вести прямой эфир. Это зеркало. Ну, почти. Подписывайтесь на нас ВКонтакте, кстати, вот ссылочку разместил уже Семен сейчас вот тут вот она вот здесь вот. Ну, покажи пальцем, где ссылка. Вот она. Наша группа ВКонтакте, там тоже всяких интересностей. Скоро будет проходить конкурс, будем разыгрывать снова, друзья. Будем разыгрывать прошки вторые. А я можно поучаствовать? Тебе нельзя. Ты заинтересованное лицо. Должны участвовать у нас подписчики. Друзья, будем разыгрывать это, поэтому, чтобы не пропустить конкурс, Семен расстроился, что ему нельзя участвовать. Поддержите его хотя бы лайком, чтобы он не расстраивался. Поэтому забегайте к нам в группу ВКонтакте, вступайте. Что там Метро написал, я не вижу. Прочитай, пожалуйста. В чате посмотри, что написали. Господи, а где чат? Вот он справа. Метро Сферти написал, а вы нефры. Ну-ка объясни мне, что это такое. Это типа неформалы? Или нет? Ты что ты ржешь-то, объясни? Нет. Это что-то плохое? Ну, для кого как? Ну, Это пацаны, у которых длинные волосы. Прям длинные. нефры. В наше время говорили неформалы. Или вы офники. Нет, мы не офники, осуждаем. Мы люди, в первую очередь, гуманоиды. Я отключаюсь пока что. Ты чё, а кто мне будет переводить вот это то, что пишут в прямом эфире? И как без тебя-то? Давай, обратно. Давай. Я сейчас прям на месте. Или скинхед. Нет, вот скинхеды точно, друзья. Это я уже не помню. Скинхеды. Это вообще так-то запрещенная организация в Российской Федерации, Что это? не несущая вообще никакой противозаконное действие, которое делают. Почему я не могу поучаствовать? Хорошо. Кто мы по нации? Мы русские. Russian Edition. Разве это играет какую-то роль на то, что мы ремонтируем телефоны? Вообще вопросы личного характера, конечно, не стоит задавать. Что такое написано? Что такое стоник? Я думала, вы убили. Ну, нет, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю. Так получилось, что мы русские. Но узбеки к нам приходят частенько. Телефоны ломаются, да, вот здесь вот прям много их приходит. Нужен листочек. Семен, тебе сколько лет? 11. 11 человек, парни. Еще 6 Можете месяцев и подколоть, ты 12. не помнишь, сколько ему лет? Нет, все, это документ. Сейчас. Романов индивидуальный подъем. Интересно, сколько сегодня стрим у нас наберет? Уже 14 человек нас смотрит, это круто. Меня одного так не смотрели, сколько сейчас. Семен, мне кажется, это твоя заслуга.
Сколько мы зарабатываем, это коммерческая тайна. Но много денежек. Вот, например, 150 рублев. У-у-у. Маша, Не, на самом деле, вопросы финансового плана не обсуждаем в прямом эфире. это что такое? Потолок где? Блин, положил рядом с столом, ты не поможешь. Друзья, хотите увидеть телефон за 1 600 000 рублей? А у тебя сейчас тут? Да. Покажи. Я тоже хочу. Примерная сумма варьируется от От миллиона. до... От до, да? Нет, не буду говорить. Не буду говорить, потому что, еще раз говорю, это коммерческая тайна, нас могут смотреть конкуренты. Да покажи, господи. А, телефон-то я покажу. А вот телефон за 1,5, за 1,6 миллиона могу показать. А, это от него коробка? Вот в такой неприглядной коробочке. К мигрантам, так, а как к ним можно относиться? Люди приехали просто в нашу страну, если вы касаясь про Россию говорите, приехали. Кто-то работает, кто-то учится, кто-то живет. Нормально. Это же люди. Если бы мы приехали в другую страну пожить, посмотреть, поработать, я тоже считаю это нормально. Собственно, сейчас я даже протру его. А куда он вообще? О, это... Вот он, телефон за 1 600 000. Почему он столько что-то вообще, Тарас? Это Да зачем? понт. Это реально понт. Это верту. Погуглите. Можете посмотреть, сколько он реально стоит, если вы мне не верите. Это верту оригинальный, металлический, тяжелый, капец. Ну, контент же нужно показывать, поэтому я не хвастаюсь, я просто демонстрирую, что какой у нас аппарат есть. Вот он. Вот, по-моему, это он. Так, вопрос. Смысл от такого телефона? Смысл от такого телефона? Вот, ну, понт. Честно, чисто понт. Да, он кнопочный. Это, знаете, это люди, которые могут позволить себе все, и им не нужны вот эти вот большие лопаты, айфоны и так далее. Им нужно вот просто там сделать один деловой звонок, им достаточно вот достать такую маленькую трубочку, позвонить и все. И положить куда-нибудь в сумочку, которая стоит не меньше. Ну, как говорится, это, кто как хочет, так и живет. Кто-то может себе такое позволить. Кому-то это неадекватно, да, не спорю. Погоди сейчас. Можно Nokia купить, да. Мы, кстати, прикалывались, мы продавали тут Nokia за 100 000 рублей, которая это 3310, которая кнопочная. Легенда. Легенда, да, раритетно. У нас даже есть шорты, видосы на канале, можете зайти посмотреть. Так, Ахмед пишет. Привет из Турции. Ахмед, слушай, крутяк. Ну тогда я попробую прочитать. Убери голову. Турки Ден Салмлар. Да, произношение у меня, конечно, турецкого фиговое, наверное. Но в любом случае, Ахмед, тебе тоже привет. Привет из РФ. Я хочу зайти вот здесь. Что ты хоть на вот так, вот, наверное?
Нет? Не так? Это уже песня. Дай. Рад вас видеть по-вашему. Все, Вот. буду знать. Вот ты видел вообще нас нам на турецком говорят, рады нас видеть, это же очень крутяк. Вот она сила Ютуба, что можно подключиться и смотреть с разных, не только регионов, но и с разных стран. Как у вас там дела? Как вообще погодка? Наверняка у вас сейчас это потихоньку прибывают туристы. Стыдно признать, но я в Турции ни разу не был. Ох, чуть нам не прервали трансляцию. Зима Позвонили на телефон. лута мало. 7 октября. О, Роналду. Филонов Ты чё, мне... зачем это читаешь ты сейчас? Не знаю. Мне интересно. Я зайду на его канал на моем телефоне. Прикольный пацан. Метро. Тебе говорят, что ты прикольный пацан. Семен уже пробил твой канал на ютубе. Жалко, у меня аккаунта нет. Ну так ты здесь не подпишешься, дома подпишешься. Тут русские туристы. Да, я и говорю, что это Папа, с дома России подпишись, туристы, да? блядь. Да. Да. Это ты прям головой лезешь в камеру, там ничего не видать. Друзья, добавляйтесь к нам в группу ВКонтакте, ссылочка вот активная, закрепленная в чате. Малой. Будем рады вас видеть там. Вот все-таки мир, дружба, жвачка. Так. Интернациональный у нас этот чат. Русские везде. Сюда. Так. Я не знаю. У папы надо спрашивать. Нет, мы на стримах не зарабатываем. Наша цель выйти в стрим, возможно, кому-то помочь, подсказать какие-то нюансы по технике, как ее можно отремонтировать самостоятельно, или сколько это будет стоить, если вы обратитесь в сервисный центр конкретно к нам, или хотя бы примерно сориентироваться, сколько будет стоить, если вы обратитесь в какой-то другой сервисный центр. Также мы можем ориентировать по покупке БУ или новой техники. Вот так, вообще четко. Брендинг в эфире. А на стримах как такового заработка нет. Во-первых, по причине отсутствия монетизации в России у YouTube, потому что YouTube отрубил российским блогерам монетизироваться. Хотя мы уже перевалили за 1000 подписчиков, нас набралось 2260 подписчиков на данный момент. 2290. Уже 2290. Вот, если поддержите нас лайком, вот здесь вот 3 точки нажмете. Точнее, нет, вот здесь 3 точки нажать, и там лайк поставить, это поддержите нашу трансляцию лайком. Так, как поменять жесткий диск на SSD ноутбуке? Как выбрать правильный выбор? Ахмед, в общем, смотрите, нужно, если вы сейчас напишите марку вашего ноутбука, модель, то я даже прям могу примерно сказать, что вам туда подойдет. А если вы сейчас марку не можете написать, все, не вижу. Если марку не можете написать, то примерно сориентирую, что есть возможность либо на место жесткого диска поставить SSD-шник. Если такой там разъема у вас нету, то можно за место CD-привода, если ноутбук, допустим, не такой новый,
и есть у вас еще CD-привод, можно вместо него салазки воткнуть и туда SSD поставить. В среднем SSD-шник на 500 гигабайт, сейчас я даже сориентирую, сколько по стоимости будет стоить. Что-то тут понажимал. Ну, это я, кажется, взять хотел. Так. SSD. У меня телефон был, упал на асфальт, его дисплей сломался, и там разные цвета появились. Сейчас по телефону ответим. Сейчас сначала Ахмеду отметим по SSD. Вот SSD-шник только будет стоить где-то примерно в районе 3000 рублей. То есть, смотрите, я думаю, в Турции там не в рублях у вас ведь все правильно. Lenovo лаптоп. Сейчас по модельке пробьем. Сейчас я в чате с компьютера вашу модельку скопирую и скажу. Бац. 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 О, кстати. Бац. 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 Я играю. Это пол головы на экран, я даже ничего не вижу. Ты хоть немножко, чтобы тебя видно было, да, вот сюда. Так, Lenovo. Господи, там долететь невозможно. Ахмед, почему-то по вашей маркировке мне не показывает, что за модель. Lenovo лаптоп. Там прямо на дне ноутбука должна быть написано модель, двоеточие, и там вот как раз таки буква, цифры. Потому что по тем цифрам, которые вы отправили, я не могу найти модель. А что делать, если я вот недавно купил телефон, и он сразу после использования в играх или еще где-то быстро нагревается, хотя он вроде новый? Самый большущий, огромный совет всем мобильным геймерам — это не играть на зарядке. Нельзя играть на зарядке. Особенно в Poco X3. Особенно в Poco X3, потому что они аж взрываются. Туда. Поэтому сначала зарядили телефон, сняли зарядки, потом пошли поиграли. Потому что тут двойная нагрузка идет. Вы и процессор нагружаете игрой, он нагревается сам по себе процессор. А в ноутбуке и в компьютере есть система охлаждения, а в телефоне нету. Плюс вы еще зарядка идет нагрев, и из-за этого получается у вас двойной нагрев. Из-за этого можно и телефон сжечь, и процессор крякнуть может, а ремонт процессора уже вообще не дешевый. Ты немножко следи за кадром, потому что когда ты нагибаешься, вообще ничего не видно. Я ведь разговариваю и Вот, давай. Я иногда буду вот так говорить. вот так сидишь, смотри, как четко выглядит кадр. И тебя, и меня видно, и чат видно. В доту не играю, я иногда поигрываю в калибр. У меня Tecno Command 19 Pro. Технокомандир. О, я знаю эту модель. Лаги Мулади. Такой же. Ну еще вопрос к модели. То есть некоторые модельки, в принципе, предрасположены к нагреву. Если у вас сразу же телефон начал после покупки греться, может быть, это его комфортная температура работы. А вот если вы его купили, он был нормальный 2 дня, 3 дня, а потом начал греться, то вот либо про игру на зарядке, о чем я говорил ранее, либо про то, что может быть какие-то технические неполадки. Возможно, есть смысл по гарантии вернуть, чтобы его обменяли или посмотрели, что с ним. 19. Господи, 19.
Владимир Чикен, приветствуем тебя в нашем чате. Привет. Но обменивать смысла нет, если метро говоришь, то вот говорю как совет, либо не играть на зарядке, если играешь, либо смотреть. Можно поставить приложение и отследить температуру, допустим, до которого нагревается процессор. Если там температура греется выше 80 градусов, то надо бить тревогу. Выключи музыку пока что. Зачем? Пока что выключи. Музыку выключи. Зачем выключать-то? А, Владимир, почему эх? Играете на зарядке? Вот, поэтому не стоит. Повторю, что лучше зарядите, потом играйте спокойно. Так вы продлите жизнь смартфону. Это очень частая проблема всех. но на зарядке я почти все время играю, и я на зарядке играю. Бывает. У меня просто на зарядке всегда стоит, потому что я его заряжаю до 48 где-то процентов, до 50 и начинаю заряжать. Так, я пойду налью чайку и вернусь. А мне нальешь? Я налью, ты пока следи за чатом. Спасибо. Принеси кусок хлеба. Я хочу хлам. У тебя за час заряжается. Семен, еще раз говорю. Мне. Хлеб-то, мол, не будем есть в прямом переводе. Вода, короче, чая нету. Он еще не согрелся. Он тебя спрашивает. Что ты не отвечаешь? Чему столько вопросов задали? На первый я ответил. В какие игры я играю? Я смотрю YouTube. Играю в Нулс, ну нет, у меня 17 игр на телефоне. Я не помню все их названий. Я точно помню Нулс, Майн. Не помню еще что. Ну короче, дофигища у меня игр всяких. Давай. Да. Нулс брал. Я не хвастаюсь, просто я в него играю, мне лень. Настоящий. У тебя уже друзья набиваются. Да. Прикольно же. Я не помню. В каком Redmi 8. Ну, не помню. Ты не мне говори, микрофон-то там. Люди тебя в затылок смотрят. Вот через полчаса будем собираться и уходить. Я пойду к бабушке. Почти 12. Еще полгода и 12. 6 месяцев и 12 будет. 11 час. Сейчас 11. Скоро 12. Кстати, можешь передать привет маме, потому что мама наверняка сейчас к стриму подключилась. Посмотри, кто смотрит. Нельзя посмотреть, не будет показывать, не надо нажимать. Да, блин. Только камеру немножко, конечно, сдвинул. Пум-пум-пум-пум-пум. Что за ава? Кого так? Это, если за аватарку, которая здесь у нас на канале стоит, это аватарка сервисного центра, собственно, который вот он сзади нас надпись.
Чинганик. Ребята там друг с другом, короче, разговаривают в чате. Все поняли, да, мы поняли, что ты про Владимира. Не сразу я врубился. Какой Владимир? Вы о чем? А Владимир в чате, ты чё? А Вова Чикинган. В Чикинган, кстати, играл раньше. Я топ-снайпер Чикингана просто. Я всех убивал в снайпере. Сейчас я не играю в Чикинган. Нет, я бы играл, но не я. Я сейчас просто сижу в Ютубе. Здрасте. У нас прямой эфир. Не надо. Что сделал? Что там? У кого? Много кого. Всех не перечислить. Да, это просто кругиана. Я просто шорты смотрю чаще всего. Да. Возможно, сегодня начну опять, как всегда. Но я раньше играл. Сейчас не играю, но могу начать. С полуслова понимаю. Да я вообще фиг бы ответил на эти вопросы. Собственно, поэтому у нас Семен и сидит. Вот за такие словечки он объясняет, что это обозначает. Вот, да, бейсболки. Реклама. Реклама двигателя торговли. Жалко, телефон Ребят. с собой не взял. А вообще, про наушники вы в курсе, что наушники у нас приехали вообще мощные? Да я хочу. Ну я потеряла. И будет свои конкурс дома. разыгрываться в группе ВКонтакте, вот закрепленная ссылка Я- в сообщении. Но Семен их не получит. Да почему? Ну это нечестно. Потому что Семен заинтересованное лицо. Тогда купи мне их. Вот это мы обсудим. Потому что я свои дома потеряла. Ну, Я их искала неделю где-то. Я их не вот нашла. человек потерял дома наушники и неделю не может их найти. Подскажите, что ему нужно сделать? Я просто говорю, он это... Может, вы тоже подскажете то же самое, до него дойдет? Что может, надо просто приборку сделать? Я поигралась недавно. Это все ложь и провокация. Ну, наверное, это полтергейст украл их. Альцгеймер. Альцгеймер это болезнь. Я Не смешная когда вообще. все забыла. Ну вот видишь, я их положила и забыл. Страшно вообще, блядь. Они стоят где-то 2000. Вот тебе тоже отдельный совет дают. Владимир, залетай к нам в группу ВКонтакте, Понятно. скоро будем разыгрывать. Отдельный совет, нужно все мебель с окна скинуть. Да, да, Ну все так и сделаю. да. Мгм. Поспишь на полу Да, вообще. недельку. Офигеешь, потом сам на 10-й этаж поднимешься. Мгм, вообще. Имба. Пока. Потом когда-нибудь увидимся. Куда мы еще не заканчиваем? Там Вова ушел. Да Вова уходит. Нет, только не Вова. Вованчик. Владимир ушел подписываться на группу ВКонтакте. Поэтому он выпал из чата, сейчас он Он набрал. написал, ладно, всем пока. Кто? А, Владимир написал пока. Да. Да, ладно, Владимир, залетай к нам. И в ВК, и в ютубчик. Вова. Ой. Чикуен. Чикен. Дэна 19к, знаешь ты, нет? Спрашиваю тебя. Ты вот сюда в чат смотри, здесь он обновляется в телефоне быстро. Ты знаешь, ты на 19 Знаю. Что-то знакомое, но я не помню.
Чикинган. Вова Чикинган. Так. Вова Чикинган. Ган. Искать. Ты вернулся! Ура! Так, фильмы, каналы. Вова Чикинган. Ищем. Нет, вот нас снова двое. А тут один остался. Вова Чикинган. Я нашел Вова Чикинган, но там без чикен. Я твой канал ищу. Так, Вова Стока Чикинган. Вова Чикен. Вова аккаунт Чикинган и Лева. Ищем. Я слышу. Амогус. Вова Адидас. Короче, я не могу найти канал. Вованчик. Чикинган. Папа. Главное. Четыре человека. Юра, ты здоровайся, кто залетает? Ребят, Привет. всем привет, кто залетает к нам? Я сейчас буду делать видео. Круто. А вам за рекламу сервиса деньги деньги дают. Нам за рекламу сервиса деньги дают. Так мы вещаем в принципе Он с начальник, аккаунта. он здесь начальник. Он здесь начальник. Ну еще есть Но деньги он мне не платит. Конечно, потому что Семен просто помогает мне. Нет. Нет, не помогает? Я говорю, нет, я помогаю, но я говорю друзьям. Как сервис называется. Ага. Сейчас я пошел. Как ты стоишь? Сейчас покажу. Так. Ребятушки, сейчас я вас перенесу немножечко. Небольшая передислокация. Мой телевизор пусть посмотрит. Да. Буквально. Это моя кофта? Да, мне холодно. Как тут лежит? А мы потом переставимся? Да. Буквально, ребят, пару минут мы вернемся. Пока можете ознакомиться с нашими акциями, что у нас есть. Платите Семену 1 рубль за каждый увиденный или отвеченный комментарий. Ха-ха, ничего, такая работенка нормальная. Давайте. Не это на комментарий. Я сейчас буду... А вам за рекламу? Надо посчитать, что там комментарий.
У нас просто, друзья, сейчас подводим итог дня, поэтому сейчас немножко подвигаемся. Включу музыку погромче, чтобы вам было веселее. И сейчас Семен вернется. Ладно, удачи, вам скоро вернусь. Давай. Тебе тоже удачи. А я пока... Все, стоял бы там пока. Мы сейчас будем кассу считать. Стоял там пока, слышишь? Вот. Вот. Все держится. Я буду вот так. Тут разговаривать со зрителями. Так, вот, типа не видно. И чё? Не видно, видно. Главное, чтобы меня видно было. А я здесь самый жесткий. Да, и чтобы люди понимали, что мы сервисный центр. Сервисный центр. Чат... Да попытайся, чат тоже не видно. Если за месяц наберете 2000 подписчиков, папа мне вот это подарит. Во-первых, у нас уже есть 2000 подписчиков. Я шучу. А если сделать вот так? Я могу сидеть и общаться. А? Я могу сидеть и общаться. Да, ну зачем? Так удобней. А так меня не видно, потому что я сижу. То есть если я вот так сяду, Ну, я нахожусь там, где комментарии. О! Меня видно. Только никто ничего не пишет. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
42, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ты мне 64 рубля должен, папа. Я играю и смотрю в камеру. Мне вообще в кайф. Что там? Я играю и смотрю в камеру и разговариваю с людьми. С тремя людьми. Ну, круто. Ребят, всем привет, кто подключается. Ответим на любые вопросы по ремонту смартфонов и ноутбуков. И не только на эти вопросы. Отстань от меня, зеленка. У меня какой-то зеленый машина. Три человека. Трансляция идет уже 47 минут. Вообще никак, да, короче? Там Ни не к чему вообще. Мы сначала я получилось. Я вам ничего не дал. Нет? Попытку. А, вообще, наверное, не смысл я делать, да, ладно? Но, условно, ее можно попытаться сделать, но вряд ли же мастер возьмет там в районе 1000 или что-то, по сути, не говорят. Чуть-чуть можно добавить. Так я о чем говорю, вам понравилось. Ладно, спасибо большое. Ну, пожалуйста. До свидания. Как у вас дела вообще? Пишите в комментарии, как у вас дела. И мне папа за каждый комментарий будет давать 1 рубль. Поэтому пишите намного больше комментариев, чем сейчас. Это провокация. Нет, ты мне должен 64 рубля уже. Два человека, пишите комментарии, пожалуйста. О, 4. Всем привет. Мы в сервисном центре сейчас работаем. Ведем стрим. Папа танцует. Пишите комментарии, потому что папа за каждый комментарий дает мне рубль.
Нет, куда что это? Почему в YouTube не могу зайти? Наконец-то, Господи Боже. У нас 1 лайк, папа. Ноль человек пока что. Ой. Я смотрю, что это за кнопочки. Почему все писали в комментарии? До того момента, как мне написали, что за каждый комментарий мне будет давать 1 рубль. Почему? Пишите комментарии. А давай сколько времени мы будем проводить стрим, то столько рублей ты мне дашь. В секундах. Ну, ага, сейчас. Это нечестно. Надо что-нибудь, я не знаю, чтобы люди комментарии писали, взаимодействовали, лайки ставили. Реальные действия. Если будет 10 лайков, ты мне 50 рублей дашь. Блин, у меня ролик залетел недавно на 1 миллион просмотров. И что теперь? Мой Там ролик 35 1 тысяч лайков. Ага. Нет, вот А на еще стримах у тебя было когда-нибудь 10 лайков? 10? Нет. Ну вот. Надо делать то, что у тебя не было, поэтому... У тебя уже было 35 тысяч лайков, поэтому это вот. Так, ладно, пока меня не сбивай, я считаю. Так считай, не ко мне иди. Так, надо стрим заканчивать. Ребятушки, Еще 9 минут поведем. если у вас какие-то вопросы, задавайте, потому что мы сейчас будем сворачиваться на сегодня. Завтра опять запустим стрим, понятно? Ты мне 64 рубля должен. Что за террорист у меня тут сидит, я не понял. 64 комментария. В кресле развалился. Вот, ну вот, давай за лайки.
Давай за лайки. Ага, 1 рубль мне дашь? Нет, ну не 1 рубль, 10 рублей за лайк на трансляции. Вот если вот тут вот будет на трансляции лайки добавляться, 10 рублей за лайк. Тогда согласен. А если будет 100 лайков? Ну, вот 100 лайков будет, тогда что, уговор дороже денег. 1000 рублей мне дашь? Если 100 лайков будет. А если 1000 лайков дашь? 10 тысяч. А если 10 тысяч? Глаза загорелись как, А а? если 10 тысяч? 100 На тысяч трансляции? дашь? На трансляции. 100 тысяч. Вообще без проблем. Вообще без проблем? Конечно, если у нас- Миллион рублей дашь без проблем? Если у нас на трансляции будет столько количества лайков, то у нас клиентов будет вообще просто море. Так у нас же 2000. Не подписчиков, а клиентов. А. Подписчики же просто смотрят, но некоторые приходят, клиенты Ты мне становятся. пока что 10 рублей дашь. Ну, пока что да. Пока что да. Завтра еще будем. И этот, кстати, лайк я выклинчил. Человек, я говорю, поставьте, поддержите, человек поддержал нас. Ну все. Поддерживайте меня и давайте мне 10 Да, рублей. да. Все, друзья, на сегодня все. До А завтра. подожди, давай 3 минуты еще до часа. Мне нужен телефон. Да блин. Друзья, всем до завтра. Говори давай пока всем. Пока. Подожди, дай канал запомню. Есть листочек какой-нибудь у тебя? Подожди.